39 миллионов выделено на замену и сезонный ремонт котлов Чульманской ТЭЦ. Невыполнение температурного графика на протяжении 2 лет стало большой проблемой. Только за этот отопительный сезон количество жалоб от жителей Чульмана увеличилось в разы. Поможет ли замена котлов и ремонт котельной решить проблему с подачей тепла? Или это лишь малая толика для решения данного вопроса, разбиралась Надежда Акимова. Поселок Чульман – один из старейших в Нерюнгринском районе. Ему в этом году исполняется 90 лет. Соответственно, почти за 9 десятилетий в поселке накопилось немало проблем, которые выливаются в снежный ком. Одной из таких проблем стало невыполнение температурного графика Чульманской ТЭЦ, что стало причиной множественных жалоб от населения. Температура в квартире в зимний период была 12 градусов у нас. Мы прожили с обогревателем. Я думаю, что проблема на ТЭЦ. Надо ремонтировать наш ТЭЦ. Столкнулись с данной проблемой и жители каменного жилого дома 79 по улице Советская. В самые холодные месяцы температура в квартирах составила 13 градусов, а ближе к полу 7-8. Жителям пришлось спасаться при помощи обогревателей. Вот это вот все мы ставим, закрываем комнату, и в этой комнате все находимся. Во время своего визита в Нерюнгринский район заместитель председателя правительства Игорь Никифоров посетил Чульманскую ТЭЦ, где провел выездное совещание. Руководитель энергообъекта отчитался, что в этом году выделено порядка 39 миллионов на замену первого и пятого котлов, а также текущий ремонт котельной. И до нового сезона они постараются решить сложившуюся ситуацию. Мы обещали это все на встречах населения и отчета правительства о том, что будет программа по горизонту пока 3-летняя, может быть даже больше будет, по которой будут работать правительство, в частности Министерство ЖКХ, Министерство строительства сегодня было, по вопросам коммунального хозяйства и тепла, электроэнергии, водопотребления, водоснабжения. Но для решения этого вопроса нужен комплексный подход, ведь помимо ремонта котельной стоит также обратить внимание на поставку качественного угля. Покупаемый уголь у предприятия «Малые разрезы» имеет много примесей и очень калорийный, что влияет на теплоподачу, которая во время сжигания не превышает 60 градусов. Проблемы с износом оборудования на ТЭЦ и с некачественным сырьем лишь только часть накопившихся. В Чульмане большая часть тепловых сетей строилась в 70-е и 80-е годы. Соответственно, сети в изношенном состоянии. Но несмотря на это, коммунальщики нас уверили, что предприятие «Энергорайон» нарастило объемы по замене сетей, и проблемы с прорывами и утечками тепла у них не зафиксированы. Отопительный сезон уже заканчивается, и серьезных нарушений в работе тепловых сетей в этом году не было. На данный момент мы разработали план мероприятий, подготовили план ремонтов к отопительному сезону 2016-2017 года. И в этом году мы планируем заменить уже порядка 7 тысяч метров тепловых сетей. Ремонт ТЭЦ и сетей решит лишь часть проблем, ведь каменный жилой фонд и часть деревянного сегодня подлежат капитальному ремонту, а в частности утеплению фасадов. Поэтому требуется комплексный подход в решении данной задачи. Проблему с теплом решают сегодня на всех уровнях, и будем надеяться, что новый отопительный сезон не заставит мерзнуть чульманцев в своих домах. Надежда Акимова, Семен Амосов, НВК Саха, Нерюнгри.